Добрый день. Сегодня мы будем создавать блок-схему. В этой блок-схеме мы будем добавлять операцию в зависимости от применяемости материала. У нас есть заранее заготовленный техпроцесс звездочка. В этом техпроцессе мы создаем расчет. Создаем расчет для процесса. Называем добавление операции. Мы разбиваем расчет на несколько блоков. В первом блоке мы будем искать материал. Мы добавляем блок последовательность действий. Изменяем заголовок. В этом блоке мы, собственно, будем находить материал. Дальше у нас будет блок поиск прототипа. И, наконец, мы будем создавать операцию. Добавление операции. Эти блоки можно пока свернуть, они нам не будут нужны. В поиске материала нам надо будет получить список материалов в техпроцессе. Для этого у нас в вкладке технологии в техпроцессе есть действие получить свойства техпроцесса. Мы его добавляем. Здесь выбираем текущий техпроцесс, выбираем материалы. Таким образом мы получили список материалов в техпроцессе. Нам нужно этот список записать в переменную. Для этого у нас есть во вкладке элементы есть присвоить значение переменной. Перемещаем этот блок и создаем переменную список материалов. Создаем название, выбираем тип. Тип у нас будет массив. Массив из материала. Таким образом мы создали переменную, в которой записали материалы. Дальше нам надо из этого списка найти нужный нам материал. Этот материал мы можем сразу записать в переменную. Создаем переменную материал. И находим этот материал. У нас есть в элементах действие найти в списке. Здесь нам нужно перебрать каждый объект в списке. Здесь мы задаем тип материал. Здесь просто указываем переменную, в которой будет перебираться этот список. Здесь указываем материалы. Нам нужно будет
найти только один материал, мы ставим условия, в котором мы будем находиться. У нас оно будет двойное. У нас будет комбинация блоков сравнить. Здесь мы выбираем или. В первом действии мы будем проводить поиск по наименованию материала. У нас во вкладке технологии у материала мы получаем наименование материала. Для этого перетаскиваем блок «Получить свойства материала», в котором выбираем материал, перечисление M, выбираем наименование. Оператор у нас будет «Содержит». В первом случае у нас должно содержать строку 45 ГОСТ 1050. В втором случае мы будем искать материал с наименованием, которое содержит 20К13. Тоже во вкладке «Технология материала» добавляем блок «Получить свойства материала». Здесь выбираем материал, выбираем наименование, выбираем оператор «Содержит». Здесь пишем 20К13. Таким образом мы из списка материал отобрали нужный нам материал, если он есть в этом списке. Вот, чтобы проверить, мы ставим условия. Во вкладке «Элементы» у нас есть блок «Если». Мы его проверяем, если материал. Перетаскиваем блок «Сравнить». Дальше нам нужно получить этот материал. У нас в макроязыке есть блок «Получить объект». Выбираем наш материал из списка и сравниваем его с пустым значением. Пустое значение у нас содержится во вкладке «Элементы». Пустое значение. Если у нас материал пуст, тогда мы выводим сообщение об ошибке. В макроязыке есть действие «Вывести сообщение об ошибке». И в тексте сообщения прописываем «Материал не найден». Иначе мы для отладки выводим сообщение, то, что у нас материал найден. В блоке «Вывести сообщение» пишем текст сообщения «Материал найден». Дальше переходим к следующей последовательности действий. Мы будем искать прототип.
Искать мы будем его следующим образом. У нас есть действие найти прототип. У нас прототип содержится в справочнике технологические процессы. Здесь выбираем. Технологические процессы. Здесь нам нужно подобрать фильтр. Для начала мы сохраним. Здесь выбираем валютную операцию, наш расчет. Мы будем искать прототип. Следующий. У нас есть заготовленный техпроцесс с операцией. Легированная сталь у нас техпроцесс, и мы будем искать отжиг. Для этого продолжаем редактировать наш расчет. Здесь задаем фильтр. Мы будем искать технологический процесс. Для этого нам нужен логический объект, его наименование. У нас оно будет легированная сталь. И сама операция у нас будет отжиг. Сохраняем фильтр. Вот таким образом мы нашли объект. Нам надо его записать в переменную. Для этого в вкладке элементы мы перетаскиваем блок присвоить значение переменной. Этот блок мы помещаем. Создаем переменную, прототип операции. У нас будет объект. Таким образом мы записали прототип переменную. Дальше можем сделать некоторую проверку, если мы нашли прототип или не нашли прототип. Мы из вкладки элементы добавляем блок если, добавляем блок сравнить. Здесь выбираем наш объект. Для этого перетаскиваем получить объект, действие. Выбираем прототип операции. И сравниваем его с пустым значением. Также переносим вывести сообщение в ошибки. Здесь пишем прототип операции не найден. В ином случае для отладки вводим сообщение. Нашли прототип. Здесь в тексте сообщения пишем прототип найден. Таким образом мы закончили поиск прототипа. Переходим к следующему действию. Мы будем добавлять операцию. Для этого должны перетащить действие во вкладке технологии
технологическом процессе, создать операцию в техпроцессе. Здесь выбираем текущий техпроцесс. Здесь нам нужно выбрать наш прототип операции. Вот. Здесь его нету. Для этого мы изменяем область действия этой переменной с поиска прототипа на макрос действия. Таким образом у нас будет видно. Дальше нам нужно записать созданную операцию переменная. Для этого на вкладке элементы мы перетаскиваем блок присвоить значение переменной. Туда записываем нашу операцию. Здесь переменная будет называться операция техпроцесса. Тип у нас будет операция. Дальше нам нужно будет установить ее номер. Для этого у нас во вкладке технология, технологической операции мы устанавливаем свойства операции. Блок. Выбираем операцию. Выбираем номер. У нас номер будет второй по счету. 10. Дальше нам нужно сохранить эту операцию в базу. Для этого мы из вкладки макроязык перетаскиваем блок редактирования. В этом блоке выбираем операцию. Операция такая у нас будет. И действие сохранить. Таким образом мы сделали наш макрос. Дальше нам надо будет его проверить.